Спросила удивленно колдунья. Белая олениха. Кайберендин ыйык энеси. Мать матери. Адам оğlunun жанын сактаганың кандай? Зачем ты спасла дитя человеческое? Пусть бы оно покинуло наш постылый мир в младенчестве с чистой душой, не запятнанной злыми умыслами и делами. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы вас попросили прочитать и познакомиться с произведением Чингиза Айтматова «Белый пароход». В этом произведении мы сталкиваемся только с несколькими героями. Их очень мало в этом произведении. Это мальчик, его дед Мумын, бабка, его тетка Бекей и жестокий Ораскул. Эта тема, это произведение очень актуально в наши дни, потому что здесь мы встречаемся с темой брошенных детей, с темой одиночества, с темой жестокости. Главный герой произведения, маленький мальчик 7 лет, живет у своего деда. Он никогда не видел своих родителей и живет одной мечтой увидеть своего отца, которого он представляет на белом пароходе. Каждый день мимо них проплывает белый пароход, и он мечтает превратиться в большую рыбу и поплыть к этому белому пароходу. Друзей у этого маленького мальчика не было, поэтому он придумал их себе сам. Друзьями он себе представлял камней, которых он видел по дороге, кусты были его друзьями. Именно за кустами он мог полежать, поплакать, спрятаться от людских глаз. И еще он любил мечтать, смотреть на небо и разглядывать облака. Это очень жестокое произведение в том смысле, что здесь есть жестокие главные герои, это Ораскул. Человек, который пьет, избивает свою жену, и все это видит маленький мальчик.